Всем привет, друзья! С вами я, Людмила Круглик. Сегодня мы поговорим о том, чем отличается проза от стихотворения, что такое ритм и как он формируется, из чего состоит стихотворная стопа, и получимся отображать это графически. Давайте попробуем ответить на вопрос, чем же отличается проза от поэзии. Многие, даже не задумываясь, называют ритм и рифму. Пожалуй, это наиболее очевидные отличительные признаки. Сегодня с одним из них, ритмом, мы познакомимся подробнее. В каждой строке стихотворения есть определенное упорядоченное чередование ударных и безударных слогов. Графически они обозначаются так. Тогда любые поэтические строки можно записать ритмической схемой. Возьмем известные строки Агнии Барто и, проговаривая вслух, расставим ударение в слогах. Наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Несколько слогов, из которых только один ударный, а остальные безударные, называются стопой. Они равномерно повторяются в каждой строке стихотворения. Давайте обозначим их скобками и попробуем составить ритмическую схему, используя стихотворение Александра Пушкина. Три девицы под окном пряли поздно вечерком. Подводим итог нашей встречи. Сегодня мы узнали, что такое ритм и стопа и как их отображать графически. Чтобы лучше освоиться с ритмическими схемами, попробуйте составить их на основе своего стихотворения или используйте предложенное нами четверостишее Михаила Лермонтова. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом, что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном. Убедиться в правильности выполнения задания вы можете, прислав работу на электронную почту в итог @derlib.by. Всем огромное спасибо за внимание. До следующей встречи.